Здравствуйте, мои дорогие любимые! Сегодня мы с вами погадаем на замечательную тему, на кофейной гуще, что вам готовит будущее в личной жизни. И это однопозиционное гадание на кофейной чашке, на кофейной гуще, да, вот на одной чашечке. Поэтому готовьтесь к небольшому гаданию, но довольно емкому и интересному. Итак, давайте посмотрим на нашу кофейную чашечку, что тут у нас вообще есть, да? Давайте узнаем, что тут у нас есть. Так, тут чашка, кстати, такая довольно интересная, да, со знаками прям. Интересно, интересно. Вот смотрите, то, что у нас у ручки, вот мы с этого начнем, как обычно, да. И давайте посмотрим, что у вас в настоящем, как это влияет, как прошлое влияет на настоящее. Вот это здесь, да. И запомните, что да, не для всех подходит одна и та же кружечка, естественно. Но вот если вам резонирует, то вы можете смотреть. Это как бы нормально, да, что если вы начали смотреть, что-то вам не резонирует, да, то, естественно, ну, значит, это не ваше гадание. Итак, что я здесь вижу? Что я здесь вижу вот у ручки? Вот тут как будто бы, вот видите, как какое-то существо, да? И на кита похоже, и на дракона, если вот огромный дракон, да, вот он сюда уходит в будущее, тоже похоже. Дракон, по сути, это мужская энергия, покровитель и сильный человек с лидерскими качествами или человек, занимающий в вашей жизни центральную позицию. Если мы будем это рассматривать как кита, вот если здесь хвостик, да, то тоже интересно. Получается, что кит — это очень большое, но доброе существо. И тоже может обладать функцией защиты, также некой опоры в жизни. И кит — это очень сильная такая верная любовь. Поэтому в прошлом либо вы видели опыт покровительства или искренней чистой любви. У вас, допустим, был пример в виде, там, не знаю, там, друзей, родителей, бабушек, дедушек. Либо у вас уже были такие отношения или они продолжаются, да. То есть вы как бы перед собой наглядно могли видеть хороший опыт. Давайте немножко перевернем здесь, перевернем. Что еще я здесь вижу? Ну вот я здесь вижу, знаете, хоть и не совсем у ручки вот рядом, но как вот символ змеи все-таки. Ну смотрите, вот белым, да, ну как змея ровно что. Возможно, в любви у вас было или есть соперничество, может быть, какой-то враг, человек недоброжелатель для ваших любовных отношений. Либо другой вариант, что человек мудрый, умный, но все-таки мешающий вашей личной жизни, развитию ее. И также может быть даже негатив, связанный с личной жизнью, который, естественно, продолжается в будущее, потому что он влияет, да, просто на ваше будущее. Давайте смотреть, вот, что у вас в будущем явно, что у вас в будущем более тайно, да, или как, скрыто, или подсознательно, что в доме, да, в личной жизни, и что в более отдаленном будущем. Так, что явно в будущем? Вот смотрите, вот здесь вижу, как будто, знаете, влюбленные друг напротив друга сидят, вот видите, как будто мужчина и женщина, или просто пара. И вот они как наверху, вот какой-то вот такой вот большой, как земли, да, не знаю. Ну, представьте, что вот это вот точки — это звезды, вот этот свет — это от костра. Вот я это так представляю, или от прожекторов домов. И вот они сидят и как разговаривают, да, ну, допустим, ночью, раз звезды светят. Рядом вот так дымы поднимаются, там, допустим, город или деревня. Так интересно. Или много тоже там кто-то еще сидит, костры разводит, вот как романтический период. Мне кажется, что в ближайшем будущем у вас пара должна быть. И могут быть какие-то личные разговоры с любимым человеком. Вот здесь я вижу букву «М». Вы тоже можете ее заметить. Вот так буква «М» как будто написана. Может быть, на вашу личную жизнь в ближайшем будущем будет влиять человек,
у которого как-то М связано с именем, фамилией, городом, где он родился или живет, вот, или отчество на М, или еще что-то на М, да, у него. Вот здесь я вижу, вот как будто люди идут друг за другом. Видите, один человек, второй человек, вот шлепают, да? Потому что так, они идут, такая походка интересная, как будто. И вот они идут друг за другом, и прям как деловые такие, да, вот собрались куда-то целенаправленно. Вот вы с кем-то будете вот как идти по жизни. Вот эта фигура может крупного третьего даже человека, видите, напоминать. То есть, может быть, в вашей личной жизни 3 человека. Ну, допустим, мама, папа, ребенок, да? Или кто-то еще, но важный для вас. И вот так идут люди по жизни. Вот знаете, как так интересно. И главное, что у них есть какая-то общая цель. Хорошо. Что скрытое у вас, да, в личной жизни? Ну, вот змея, она, видите, в сторону скрытого как раз пошла. Такая какая-то недоброжелательница, может. Вот тут треугольник. Мечты о доме, о большом доме, о семье, крыша, да, крыша. И мне кажется, что вот тут как будто человек заходит туда, да, вот как идет к дому. У вас как бы мечты и скрытое это вот то, что вы хотите, чтобы у вас, допустим, был большой дом, большая семья, приходили домой. И, возможно, это даже начнет сбываться, потому что вы это держите как под сердцем. В скором времени это может начать сбываться, но еще только начать. Вот. Однако, как будто для этого есть какие-то предпосылки, да, для того, чтобы это сбывалось. Какие крупные фигуры, да, в этой чашке. Так интересно. Вот чашка чашки рознь, как говорят. Я вижу, как будто бы в этой чашке даже символ кубка. Вот, видите? Вот такой вот символ кубка. А рядом символ шляпы, как будто. Ну, шляпа это опять же, да, это что-то тоже как скрытое такое, да, что под шляпой, фокус какой-то, да. А кубок это символ любви, то есть большая любовь и что-то тайна в этой любви, да, что-то скрытое. Кубок также может быть тайное признание в любви означать. Вот здесь как будто бы как кто-то крылатый, возможно, ангел, тогда благословение идет для ваших отношений. Но это уже в более отдаленном будущем, видите, напротив ручки. В доме смотрим, что в доме. Здесь я даже как будто какой-то герб вижу. Вот смотрите, крест, как с какими-то завитушками, герб какой-то. Возможно, у вас в доме чей-то знатный род продолжается, вот такое чувство. Так, смотрим фигуры. Вот тут, видите, как будто бы друг напротив друга сидят то ли люди, то ли дети, крупные тоже фигуры в доме. Если люди, то это как романтика, да, объединение в пару. А если дети, то может даже 2 детишек быть, играть вместе. Ну, одного возраста примерно. Или просто, любят дети вместе играть. И здесь главное тоже так интересно, уже белые фигуры, но тоже держатся за руки. Смотрите. То есть в доме явно будет улучшение именно в личном плане, да? Вот здесь подобие буквы «Л» как будто. Может, на «Л» что-то еще. Какие интересные сегодня фигуры прям. Вот так еще букву «Е» вижу. «Е», «Л», «М» уже буквы заметили, да? Так, а в более отдаленном будущем что я здесь вижу? Вот тут вижу, знаете, как будто бы небольшая дорога. Опять же, и символ ростка, да, вот здесь вот, видите, или 4-листного клевера, или ростка символ. А если вот так посмотреть, то это символ скорпиона. Вот смотрите, знак зодиака скорпион. Видите, на вас будет влиять или луна под скорпионом, да, или просто человек со знаком зодиака скорпион. Вот скорпион прям четко. А вот здесь еще символ знака зодиака рак, как будто. Так. Вот тут вижу небольшую лодочку, кораблик, но с парусом. Это значит, что выплывете из каких-то трудностей и проблем в личной жизни в скором времени. Или дорога по любовным делам. И вот тут тоже, видите, кораблики увидела. Много корабликов у моря, у воды можете оказаться. Или это символ водных знаков, потому что я еще даже вот здесь вижу знак скорпиона, завитушка. И вот здесь похож.
Поэтому, ну, вот такой сегодня интересный ответ от нашей чашечки. В личной жизни у вас будет все хорошо, но да, есть немножко негативного влияния от кого-то. Однако мы увидели явные изменения в лучшую сторону и даже поездки. Всем спасибо за внимание. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока и до новых встреч.